Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Прошел год, за спиной 100 тысяч километров. И мы продолжаем свой путь. Мастерские ремесленников и крупнейшие заводы, самодеятельность и высокое искусство. Все, что производится, создается и творится казахстанцами, не остается в стороне от съемочной группы. В ракурсе камер больших городов огромная страна – настоящий Казахстан. Без различия по размерному признаку для нас все города большие. Во всем уйгурском районе отключили электричество, но искусство и творчество не остановишь, не убьешь. Мы начинаем программу «Большие города». В ДК поселка Чунжа собрались коллективы, талант которых можно оценить и в кромешной тьме. Музыканты ансамбля «Жазирке» ручались, если придется, то мастерство им позволит играть и на ощупь. Наш ансамбль народных инструментов «Жазирке» основан в 2011 году. В нем выступает 18 человек. Мы принимаем участие во всех мероприятиях района. Участники ансамбля «Жазирке» отводят традиционной народной музыке особое место в творчестве. Не только развивают это искусство, но и преподают его здесь же, в ДК. Традиционную музыку мы все слушаем с детства. Нынешняя молодежь ею интересуется, хорошо принимает, а у нас есть возможность их обучать. Географическая близость региона к Китаю дает отпечаток на жизни внутри уйгурского района. Это заметно и по кухне, в предпринимательском секторе, проявляется в культуре. К примеру, недавно ансамбль «Жазирке» пополнился музыкантами из Поднебесной. У нас выступает 2 человека, которые приехали из Китая. Есть девушка Гульман. Она прекрасно играет на аккордеоне. Очень грамотный специалист. Приграничное искусство здесь обогащают и уйгурские народные коллективы. Ансамбль «Арзу» на культурных просторах не новичок, существует около полувека. Говоря об особенностях вашего национального танца и наряда, что мы видим? Например, вот это платье, это специально для танцев с пиалушками. Вот, она очень легкая, она идет без пашмята, без камзола, потому что на голове 6 штук или 8 стоят даже пиалушки. И она должна делать верчение, танцевать 2-3 минуты. А у меня что за наряд? Это называется пашмет. Это для оркестра. Это кто играет на инструментах, они вот одевают вот такой. Есть точно такой же, только он чуть по-другому шит, потому что его одевают, певцы одевают. У них чуть по-другому, чуть подлиннее берется. Рукава короткие, чтобы... да, рукава короткие, потому что, чтобы было удобно держать инструмент на руках, чтобы было удобно играть. Казалось бы, чтобы найти интересную книгу, достаточно зайти в интернет, достав сотовый телефон из кармана. Однако же библиотеки продолжают строиться, как это в Чунже. А значит, книги еще нужны и живут. Сам библиотечный фонд в Чунже существует с 1948 года и вот теперь приобрел новые стены. Фонд районной библиотеки более 63 тысяч, а в детской библиотеке 22 957. Это только в детской. В детской библиотеке мы сейчас используем такие новые формы, как экскурсии в библиотеку. После того, как мы открылись, все наши 38 школ у нас есть по району, они все приезжали к нам на экскурсию в библиотеку. Оказаться в уйгурском районе, но не попробовать традиционную уйгурскую кухню, а тем более приготовить традиционный уйгурский лагман, все равно, что сюда не приезжал вообще. На столе шеф-повара гуйру лагман – самое популярное блюдо у южан и туристов, посещающих регион. Его готовка начинается с теста. В составе стандартный набор – вода, соль, яйца, мука. Вот теперь начинаем разрезать. Ага. То есть уже приступаем к готовке? Да, на лагман. Да? Как она правильно называется, кстати, вот эти вот? Вот это называется, мы как бы говорим, сосиски. Раскатать нужно? Да, немножко раскатать надо. И вот так
На мою руку вот так. Делаем. Ровно, да, одна лапша. Из них 7 штук у нас идет на одну порцию лагман. Дай попробую. Попробуйте. А маслом не нужно смазывать? Вот когда вот так сосиски делаем, тогда мы уже мажем. Смятые в руках куски теста раскатываются до того момента, пока они не приобретут форму сигар. Эти заготовки должны пролежать еще полчаса, после чего повар приступает к следующему этапу. Сначала он кажется простым и доступным каждому. Тонкий слой. Угу. Немножко туда. Ага, вот так. Теперь мажьте. Жирно? Нет? Нет, нормально. Угу. Почти как покраска подоконника. Да. Но к финалу дело мастера переходит границы моих возможностей. Тем временем в соседнем помещении готовится мясной подлив. Кроме мяса, порезанного тонкими ломтиками, в него входят листы пекинской капусты, лук, помидоры и разноцветный перец, который придает блюду остроту. После прожарки все ингредиенты соединяются. Лагман готов. Руками профессионалов лагман делается за 15 минут. У вас без сноровки на это уйдет около часа. Делал лагман своими руками и не знаю, как он получился. Надеюсь, не отрава. Все же своим операторам подаю. А с ними еще работать и дальше. Из Чунжи экспедиция больших городов берет курс к одной из самых запоминающихся достопримечательностей Южного Казахстана – грандиозному творению природы Чырынскому каньону. На пути встречается уникальное место, где произрастает реликтовый вид ясеня, сохранившийся в первоначальном виде с ледникового периода. Прошли миллионы лет, горы и климат изменились, лицо самой Земли стало преобразованным. Различные животные и растения появились и исчезали за это время, но чарынский ясень остался неизменным. Местный тип ясеня, названного сагдийским, был широко распространен на Земле 25 миллионов лет назад. Здесь встречаются деревья, возраст которых насчитывает тысячелетия. За несколько километров до Чырынского каньона на горизонте замаячили силуэты мотоциклистов. Насколько велико было мое удивление, когда я узнал, что путешественники эти – исландцы. В пути они провели последние 2 месяца, впереди еще 3. О таком путешествии супружеская пара Онур Свиндотер и Хогни Пол Хардерсона мечтала около 10 лет. Исландцы копили средства, прорабатывали маршрут. Технически такая поездка не сложна. Всегда найдутся люди, которые помогут. Мы начинали путешествие на новых покрышках. В Монголии, в городе Улан-Батор, поменяли 2-й комплект внедорожной резины. Надеемся, что следующая замена нас ждет в Турции. Мотоциклисты уже оставили позади себя Данию, Германию, Польшу, Россию, Монголию. Впереди их ждут Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Турция, Болгария, Сербия, Венгрия, Словакия и Чехия. Всего около 15 тысяч километров. По словам исландцев, в ходе поездки восхищает не столько архитектура или природа, сколько люди, которые встречаются на пути. На всю жизнь нам запомнится доброта людей, которые нам встречаются, их интерес к нашему путешествию. Когда мы оказываемся в городе, люди выглядывают из окон машин и говорят: «Привет, откуда вы? Удачи!» Ежегодно тысячи туристов приезжают сюда, чтобы увидеть это чудо природы. Уезжают и рассказывают другим, что у нас есть свой ответ американскому Гранд-каньону. Информация расходится по принципу домино, и сюда вновь и вновь возвращаются гости из-за рубежа. Когда находишься в таких местах, испытываешь огромную гордость за Казахстан. Я, пожалуй, здесь останусь, а с вами увидимся через неделю. До свидания.